Файзабадский район, селение Бабоево-Али. Дед маленького Умар-Али везет нас в пустой дом родителей малыша. Рустам остался в России, Зарина вернулась к своим родителям, потому что жить в пустом доме невыносимо. Прошлый год женились они. Мы где-то 6 месяцев жили, потом Рустам уехал на заработку в Россию, позвал жену. А Рустам планирует возвращаться? Конечно, планирует. Куда он денется? Там невозможно жить. Зарина почти не ест, не спит, по ночам плачет и кричит. Говорит, что у нее все время болит голова, особенно когда речь заходит об Умар-Али. Мой муж прислал деньги и сказал, чтобы меня отправили в Россию. Он меня позвал туда, чтобы я там родила ребенка. Я не была беременна. Власти Таджикистана обещали семье Умар-Али, что проведут независимую судмедэкспертизу, чтобы установить истинную причину смерти ребенка. Но когда Зарина с телом Умар-Али прилетела из Петербурга в Душанбе, она так и не дождалась встречи с представителями властей. А здесь нас вообще не встретили. Никому не обратили внимания. 4 часа не стояли там. А потом семья поехала на кладбище. Позже Зарине объяснили, власти просто не знали о том, что она вернулась на родину. Через несколько дней у нее взяли кровь на анализы. Адвокат говорит, что вирус, от которого, по версии российской стороны, скончался мальчик, в крови матери не обнаружено. Как нам объяснили, уголовное дело по факту гибели малыша в Таджикистане тоже не будет возбуждено. Нам говорят, что достаточно дела, которое уже сейчас расследует российская сторона. Что это значит? Это значит, что родственники Умар-Али Назарова остаются один на один со своей бедой. Зинаида Бурская специально для «Настоящего времени».